Когда будем топ-атлетами, Володя? На следующей неделе. Вот так можно время от времени смотреть на соперника. С Днем России! Сегодня совместно с CrossFit ЕКТ, Спортбаза, мы проводим замечательные соревнования ко Дню России. Смотрим! Да. Все смотрели комплекс, наверное, да? 3, 2, 1, старт, начали. Взяли гирю и начинаем упражнение. И полностью выпрямиться. Полное выпрямление — это у нас плечо, таз, колено в одну линию должны стать. В верхней фазе. Как будет неправильно? Как тренировка. Качаем бицепсы. Ким Хиджери. Привет. Поздравляю с праздником, Володя. Че, волнуешься? Да, конечно, волнуюсь. На таких подобных соревнованиях по кроссфиту ты впервые участвуешь? Да, впервые участвую. Сейчас посмотрим, как будет. Сам же гиревик, да? Да, гиревик, поэтому пришли вдвоем с Русланом. Гири — это наша стихия, поэтому попробуем сейчас. А какой у тебя разряд по гиревому спорту? Мастер спорта России. Красавчик, удачи! Спасибо. Привет всем кроссфитерам. В честь Дня России наше якутское сообщество кроссфитеров запустило свою акцию «Россия 1206», называется комплекс. После выполнения МЕРФа нам захотелось какую-то свою акцию сделать, чтобы поддержать наши свои комплексы. Поэтому в честь этого мы с гирями придумали этот комплекс. Почему гири? Потому что гири — это исконно русский снаряд, который известен по всему миру как русский снаряд. Да? Поэтому в комплекс содержит упражнения с гирей. 12 минут амрап, максимальное количество повторений, из 6 упражнений по 12 повторений комплекс. Вот, и мы сегодня начали 12 числа в 12 часов. Вот, участников 70 где-то примерно из всех клубов города Якутска, Белос ЕКТ, Спортбаза и CrossFit ЕКТ. Есть также еще гиревики, поэтому сегодня нас ждет интересная заруба гиревиков против кроссфитеров. Сегодня, в День Российской Федерации, первичная профсоюзная организация студентов нашего университета совместно с Федерацией кроссфита Республики Саха-Якутия проводим такую акцию, посвященную именно нашему Дню Российской Федерации. Почему именно кроссфит? Потому что этот вид спорта у нас в республике с каждым годом очень сильно развивается. Мы наблюдаем за тем, что наши студенты, в целом молодежь интересуется. И вот количество занимающихся ребят с каждым годом растет. Поэтому вот мы выбрали именно этот вид спорта. Он очень такой демократичный вид спорта, поэтому подходит для всех слоев населения нашей республики. Поэтому всех призываем заниматься спортом, в том числе кроссфитом, для того, чтобы улучшить и свое здоровье, и в целом здоровье нации Республики Саха-Якутия. С праздником! Самый молодой участник. Сколько лет? 8. Как тебя зовут? Данилов. Байхан. Айхан, да? Байхан. Удачи, Байхан. Сам Николай Матананов будет судить. 16, да? 16 килограмм. Впервые участвуешь, да, на таких соревнованиях? Впервые. И волнение есть? Да, есть. Конечно, есть. Участник соревнований сегодня выполняет комплекс 21-46 «Россия». В этом комплексе выполняются упражнения тяга гири, махи гири, гоблет приседания с гири и рывок гири или толчок. Все повторения по 12. Этап, упражнения на пресс и бёрпи. 6 упражнений по 12 повторений. После завершения каждого раунда передвижение делается вперед на напряженность. Тем самым показывает, кто на каком раунде.
победитель ивента Александр Сусоев. Что, думаете, с наколенниками лучше будет, да? Не знаю. Всем привет, всем спорта, 12.06. С Днем России всех! Всех с праздником! Удачи, всем спорта и добра! Два билдера — это сила. Че, как ощущение после боя? Боевой? Вообще, как комплекс? Огонь. Надо повторить в зале, улучшить время. Всех праздников в России, ребята. Занимайтесь спортом, приходите в кроссфит. Вас ждем всех. Заходит Рикс, гиря весом 24 килограмма, и Николай Бетюнов готовится. Извините, Николай Бетюнский, спецназ. Стоп, с одного этого. Александр Перебылых. Привет. Хамгаласские пришли. А это девчат такая, смотрите, Стыгиной. Николай показывает упражнения, чтобы во время комплекса не было никаких недоразумений. О, тяжко вообще. Эй, Коля, как ощущение? Че, ой, сиз барда. Барака. Так, че барда. Ох, матику. Дальше больше было. Как ощущение после комплекса? Офигенные. Прям супер. А вы давно занимаетесь кроссфитом? С апреля месяца. С праздником вас! Спасибо и вас тоже. Сейчас будет жарко. Спортбаза «Сила». Соболев Кирилл. Иринчик, готов? Хочешь? А? Когда будем топ-атлетами, Володя? На следующей неделе. Примерно так.
А почему ты решился в атлетах участвовать? У тебя же сегодня уже второй старт. Просто попробовать себя. Топовые атлеты Республики Саха-Якутия. Виктор Бандеров, Алексей Эверстов, Кирилл Соболев, Спортбаза, Ариян Ракыев, Нургун Пенигин, Кроссфит ЕКТ, Руслан Лугинов и Владимир Аленов из гирового спорта. Мы как организаторы сочли их атлетами, как они мастера спорта, поэтому они будут участвовать наравне с атлетами кроссфита. 3, 2, 1, старт! Сначала тяга, потом мах и гири. О, хладнокровность и спокойствие. Вот так нам нужно делать комплексы. Очень быстрые приседания показывает нам Нургун Пенигин. И первым он заканчивает. И переходит к следующему упражнению. Рывок. О, Руслан тоже неплохо идет. И смотрим технику, красивую технику гиревиков. Как говорится, на изичах. Следующее упражнение ситап пресс. И последнее упражнение бёрпи. Ариян идет за Нургуном. Очень интересная борьба. Атлеты все равны. Нургун идет на второй раунд. А за ним Виктор Бандеров и Ариян Ракыев. Алексей Эверстов, Кирилл Соболев и все остальные, все. Абсолютно все равны. Нургун Пенигин и Виктор Бандеров переходят на следующее упражнение. Гиревики пошли. Ариян, Алексей Эверстов и Кирилл Соболев пока отстают от ребят. Нургун Пенигин и Виктор Бандеров. Как я предсказывал, эти ребята будут бороться за звание чемпиона. Володя подключился, и Лугинов тоже. А Аленов-то хорош. Так, посмотрим, кто следующим пойдет на третий раунд. О, Витя пошел, Бандеров. За ним идет Нургун и Владимир Аленов. Ничего себе, вот эта борьба. Руслан тоже не отстает, хорош. Ага, Витя переходит на рывок. Владимир Аленов тоже. Так, Бандер переходит на пресс. И смотрим. Володя пошел вторым. Нургун немножко отстает. И тоже переходит на пресс. Сетап. Вот эта тройка лидирующих. Оба одновременно переходят на следующий раунд. Это Василий Аленов и Виктор Бандеров. Виктор Зверь. Вот так можно время от времени смотреть на соперника. 4 минуты осталось. Оба одновременно делают сетапы. Володя переходит к бёрпи. Бандер оклемается. Давай, вставай, делай. 5 раунд. Да, 5-й раунд. Одновременно делают ребята. Владимир. Вот это заруба. Сразу! Витя! Давай, Витя! Вот, одновременно. 1, 2. На 2 повторения отстает Володя от Виктора. Минуту назад Витя отставал, но уже нагоняет. На рывок переходит Витя Бандеров. 1, 2, 3, 4. Стоп. Хорош, Зверь. Володя, Зверь, поздравляю. Жесткий чел вообще. В кроссфите в первый раз участвует. И сейчас подождем оглашения судей. По-моему, 1-е или 2-е место. Очень хорошую зарубу показали ребята. Нургун так хорошо лидировал, молодец. Что говорить, да? Участвует 1-й раз Руслан Лугинов.
И очень хорошо показал себя. Как ощущение? Нормально. Тяжело. Кайф есть. Кайф. Лидерборд. Третье место. Второе место. Мучина Анна. Тамара. Результат 247 повторений. Первое место Кириллина Мария. Памятные грамоты, медали, футболки. Повторение. Смирнов Александр, мастера, третье место. Второе место Савин Юрий. Спортбаза, Константинов Владислав. Мастера это 35 лет и выше. Третье место Пенигин Нергун, 315 повторений. Клуб кроссфит ЕКТ. Второе место Бандеров Виктор, 335 повторений. И первое место Алена Владимир. Похлопали. Результат 336 повторений. Спецприз самому юному участнику Данилову Байхану. Похлопайте. Награждаем футболкой. Сколько лет тебе? 8. 8 лет. И делом наравне со всеми. Молодец. Вот футболка с первым местом. Фото. Владимир, поздравляем тебя с первым местом. И какие у тебя ощущения? Расскажи, как прошел комплекс? Спасибо за поздравление. Ну, как сказать, очень сложный вид спорта кроссфит, оказывается. Я ожидал другого. Думал, ну, смотрится как легко, но на самом-то деле тяжело, оказывается. Лучше, чем 10 минут гири толкнул бы лучше. Вот. А так ощущение супер. Просто хорошо. Сколько лет занимаешься спортом, ну, гиревым спортом? Ну, гиревым спортом 9 лет. Вот, разряд мастер спорта России. Дальше готовлюсь на международного класса. Ну, я родом с Горного Луса, село Артосурт. Вот, занимался в школе масс-рестлингом. Потом приехал сюда, в город, поступать в университет. Там узнавал, что гиревой спорт есть. Вот решил туда перейти, на гиревой спорт. Мне сейчас 28. В гиревом спорте, как сказать, не такой атмосфера, где народ кричит, там болеет. Ну, там такой тихий вид спорта, ну, можно сказать, скучный. Только в концовке там подпрыгивают, да? Да, в концовке только. Здесь в течение... Здесь, да, вначале уже начинает там болеть за тебя, там мотивирует, короче, вот. Хороший вид спорта, оказывается. Ну, функционалка, особенно функционалка хорошую надо иметь. Что тебе помогло, чтобы выиграть? Как ты думаешь? Ну, я думаю, длинный цикл самый раз это помогло, наверное. Функционалка в основном работает по длинному циклу. А вот у меня тоже второй гиревик, он двоеборец, он в каком 4-м раунде или 3-м раунде не смог выдержать. Чисто психологически не смог. То есть объем решает? Да, объем решает. Тебе захотелось еще участвовать в кроссфит-турнирах? Ну, можно сказать, да, конечно. Просто там хорошо работает функциональная. Это мне самое то, чтобы по длинному циклу тоже надо хорошо иметь функциональную возможность. Я думаю, там в сезон не соревнований можно, наверное, заниматься кроссфитом, да? Да, можно заниматься. Занимайтесь спортом. Любой вид спорта, это самого есть плюсы, минусы. Поставьте себе цели и добивайтесь. Можно так сказать. С праздником всех!